Здравствуйте! Сегодня мы говорим об использовании средств избирательных фондов, политических партий и кандидатов с экспертом по политическому финансированию Башировой Раидой Дамировной. Раида Дамировна, здравствуйте! Здравствуйте, Гуля. Раида Дамировна, средства избирательных фондов, политических партий и кандидатов имеют строго целевое назначение. А каким образом производятся расчеты с теми лицами, которые помогают кандидатам и политическим партиям, оказывая им услуги в агитационный, в избирательный период? Расчеты с гражданами и юридическими лицами, которые оказывают услуги кандидатам, политическим партиям в избирательный период, они должны, конечно, подчиняться определенным законодательным требованиям. Это следующие общие требования. Договоры заключаются лично кандидатом, либо его уполномоченным представителем, либо уполномоченным представителем политической партии. Не могут заключаться позднее дня, предшествующего дню голосования. Договоры могут быть заключены только с совершеннолетними гражданами Кыргызской республики, и оплата производится только из специальных счетов кандидатов политических партий. Все финансовые операции, в том числе расчеты с физическими и юридическими лицами по специальным счетам, прекращаются в 18 часов дня, предшествующего дня голосования. Расчеты между кандидатом, политической партией и юридическими лицами осуществляются только в безналичном порядке. В случае проведения выборов депутатов Чугурку-Кенеша последние два требования иные, а именно: все финансовые операции, в том числе расчеты с физическими и юридическими лицами по специальным счетам, прекращаются не позднее 5 календарных дней после дня голосования. Расчеты между кандидатом политической партии и физическими и юридическими лицами за выполнение работ, оказание услуг, которые связаны с проведением выборной кампании, осуществляются только в безналичном порядке. Платные работы и услуги, которые выполняются гражданами и юридическими лицами для кандидатов и политических партий, они должны оформляться в письменном виде. Должны быть составлены договора, где должны быть указаны реквизиты сторон, объем поручаемой работы, далее расценки, порядок оплаты и сроки оплаты. Должна быть прописана ответственность сторон. И также все должно быть закреплено подписями и печатями. Кроме того, после завершения выполнения этого договора за оказанные услуги, должен быть составлен акт выполненных работ. И составлены, приложены к этому договору все необходимые бухгалтерские документы, которые подтверждают оплату из средств избирательного фонда. Это должны быть, конечно, и счета фактуры, и счета на оплату. Это должны быть какие-то накладные, если это производится закупка каких-то товаров. Продолжая наш разговор, хотела бы задать следующий вопрос. Всем известно, что в избирательный период политические партии, кандидаты проводят очень интенсивную агитационную работу, очень интенсивную агитационную кампанию. То есть они готовят и распечатывают агитационные буклеты, снимают видеоролики, размещают агитационные материалы на билбордах. А вот как правильно изготовить вот такую вот агитационную информацию, агитационный материал? Да, Игорь, это очень интересный вопрос, очень хороший вопрос. Поэтому мы должны объяснить нашим слушателям о том, какие требования у нас есть к изготовлению и размещению таких агитационных материалов. Это прежде всего необходимо включать туда выходную информацию, выходные данные, то есть наименование организации, либо фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, которые изготовили этот рекламный материал. Далее необходимо указать фамилию, имя, отчество кандидата либо политической партии, кто заказал этот агитационный материал. Должна быть информация о тираже и о дате изготовления этого материала. Должны быть указаны сведения, из какого избирательного фонда кандидата либо политической партии было оплачено за эту продукцию. Ну и, конечно же, должна быть указана фамилия, имя, отчество уполномоченного кандидата по финансовым вопросам, который оплатил за эту продукцию. Без этих выходных данных распространение агитационных материалов запрещается. Спасибо большое. Так, хорошо, все стало понятным. И, как оказалось, изготовитель агитационного материала тоже подчиняется каким-то законам и правилам. А существуют какие-то запреты на изготовление агитационных материалов? Да, и запреты тоже, Айгуля, существуют. Запрещено изготавливать агитационную продукцию без предварительной оплаты из средств избирательного фонда.
Ну и об общих запретах, которые касаются изготовления агитационной продукции и работы в этот период. Запрещается бесплатное выполнение работы услуг, либо предоставление этих услуг и работ по необоснованно заниженным ценам для кандидатов и политических партий. Гражданам и юридическим лицам запрещается оказывать материальную поддержку кандидатам, либо политическим партиям, которые выдвигают кандидатов, либо списки кандидатов, которые способствуют их избранию, минуя избирательные фонды, то есть без использования специальных счетов этих избирательных фондов. Это вполне обоснованно и справедливо. А также запрещается использовать иные денежные средства для оплаты предвыборных мероприятий и других работ, связанных с предвыборной агитацией, из других средств, минуя избирательные фонды. Раида Дамировна, большое спасибо за эту интересную и познавательную беседу. Благодарю за то, что наш разговор сегодня состоялся. Спасибо.